Тимур Маратович, так, ошондо соттуулугу, анын ичинде алып салынган же жоюлган соттуулугу бар. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган, негиздер боюнча кыскартылган. Не имеют права быть избранными на должность президента, депутатом Жоғарғы Кеңеши лица, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. Вот смотрите, по коррупционерам срок жоқ, да, вопросов нет. По там преступникам, там криминальные, все, вопросов нет. Раньше же, сейчас, на сегодняшний день, если судимость погашена, он может стать депутатом, правильно? Вот, да, на сегодняшний день, да, по старому закону. Вот. А теперь с этим законопроектом, получается, депутатом не могут быть те, даже кто случайно подрался. Или вот представьте, насколько я понимаю, да, Урмату коллегалар, вот если вы где-то с кем-то поспорили, на вас возбудили уголовное дело, даже если потом все разрешили мирно, договорились, там все, вот эти моменты сказали, тоже это сюда входит, да, то даже в таких случаях он потом не может стать депутатом? Да, совершенно. Тимур Маратович, почему этот вопрос задаю? Барос кыргызбыз. Бүгүнкү күндө деген мушташпаган, мен ойлойм, биздин кыргыздардын арасында эркектерибиз аз болуш керек да. Жогорку Кеңеш депутаттары деле мушташып жүрүшөт, урушуп жүрүшөт. Ана мен ал жакшы деп айткан жокмун да, бирок ортодо деген арызданган адамдар деле көп, бизге канча иштер келип атат. Вот случайно просто не понравился человек, вот он твой сосед, не знаю, не так он поставил забор, не так он поставил машину, даже самые мелкие нарушения, пошел человек, написал заявление. Все, уголовное дело и возбуждено, пока там административно, уголовное, там, если это несколько раз нарушение будет, потом это и в уголовное превратится. Вот в итоге мы не ограничим права нормальных людей. Я не говорю про коррупционеров и преступников. Как вы думаете? Эльвира Джулгабековна, если в отношении кандидата было возбуждено, ранее было возбуждено уголовное дело, и он был привлечен к ответственности, и судом признан виновным, то получается он не рассматривается в качестве кандидата. То есть уже виновным. По новому закону. Да, погашено и не погашено уже не рассматривается. Независимо от того, что погашено, не погашено. Вот я этот вопрос почему задаю, да? Вы мне можете определение дать, да? Прекращено по нереабилитирующим основаниям жазган. А может ли сюда, в этот список войти люди, которые, скажем так, не коррупционеры и не драчуны, да, но, допустим, другие уголовные дела возбуждены, если... Вот перечень какой-то есть, чтобы мы понимали, потому что сейчас мне пишут много граждан, у нас в следующем году будут выборы, и вот там такой идет разговор, что только как бы вы, говорит, делаете сито, ну мы же тоже власть, вы делаете сито для себя, для тех только, кто удобный будет проходить. Вот такого момента не возникнет, как вы думаете? Независимо по какой статье было возбуждено уголовное дело, я же говорю, если судом они признаны виновным, то уже не рассматривается, то есть уже не имеют права по новому законодательству, получается. Вам не кажется, что это не совсем правильно? Одно дело коррупционер, преступник, там он совсем, да, вот нарушитель многих. А если там сосед с соседом поругался, пошел, подал в суд, сосед выиграл. И все, и человека ограничили в правах, особенно в деревне, да, Айылдарда. Ну, если суд признает виновным, в принципе, уже это же значит человек виновный. Дело же расследуется, идет расследование предварительно, и суд рассматривает же, потом уже... Тимур Маратович, я знаю вас как человека, кадрового офицера, который вот, ну, на многие вещи с буквы закона смотрите, но у нас, к сожалению, к нам приходит очень много судеб жизненных, где возникают такие вот странные ситуации, и мы две стороны пытаемся выслушать, и не всегда люди довольны решениями суда. И у нас судебная реформа не прошла. Это вообще к вам не относится, просто я говорю, да, что судебная реформа у нас несовершенная. Могут засудить те, у кого возможности больше, честно скажу. Вот. И недовольных, собственных недовольных тоже очень много. Вот как вот мы, вам не кажется, что мы преждевременно такой законопроект носим? Ну, проводится же предварительное расследование, идет же следствие. Ну, в ходе следствия вина доказывается. Если человек не виновен, в принципе, дело прекращается. Если не виновен, то есть это уже получается. А если виновен, ну, как я уже сказал, дело направляется в суд, уже потом по решению суда рассматривается. По вашему мнению, наши судьи, они беспристрастны? Вы верите в то, что 100% соттор таза иштеп атат? Ну, как раз таки вы их делами тоже занимаетесь, наверное. Если, допустим, ну здесь же уже несколько инстанций будут рассматривать. Если первая инстанция, допустим, если
по их мнению незаконно, допустим, решение принято. Кейинки инстанция қарайды, екінші, үшінші, верховныйға шейін жетеді. В принципе. Мен мыйзамды колдойм, түшүнөм, бирок мен ойлойм да, урматтуу коллегалар, ортодо деген эки адамдын ортосунда бир округтан чыккан эки адамдар чырылдашып калып, анан бирөө атайын ошол сотко чейин жеткирип, ызычуу болуп, пока мы будем разбираться деп, как раз вот, я думаю, это вот следующий год будет такой пиковый, да, и, возможно, ушундай ситуациялар болуп калышы. Мен кап болгонум ошол да, чтобы порядочные люди не лишились возможности. Ну, такие нормальные люди, да, кто-то оклеветал, кто-то на него там, ну, как бы придумали все это, да, пока суд разобрался, это ушел классно. Поэтому вот у меня просьба, все-таки мы должны были какой-то перечень вести. Вот это подпадает, вот это не подпадает. Ну, если у вас будут предложения, давайте мы рассмотрим. Ну, сейчас первое чтение, да? давайте тогда концепцияны колдоп, экинчи чтение, давайте экинчи окуда киргизели. Хорошо. Рахмат.